Продукция местных аграриев, новая техника, результаты работы за 2020 и планы на год текущий. Мероприятие, организованное Министерством сельского хозяйства Республики, не могло остаться незамеченным. Наглядная демонстрация достижений вылилась в выставку-ярмарку, развернувшуюся в самом центре Назрани. В цифровом выражении отчетность была представлена на итоговой коллегии. Обо всем подробнее в материале Мадины Аздоевой. От сельхозтехники до овощей и семян под брендом Россельхозцентра. Здесь представлены достижения наших аграриев. Эти семена, которые проверены, кондиционные, отвечают требованиям ГОСТа. Биопрепараты – это М-земледелие препарат. И для того, чтобы получать экологически чистую продукцию. Со всем представленным знакомится делегация руководства исполнительной и законодательной ветвей власти в сопровождении руководителя регионального Минсельхоза. Есть здесь и новые производители, к примеру, предприятие Дом Конспро, которое специализируется на консервации пищевых продуктов. В 2020-м продажа составила 150 тысяч банок варенья и различных солений. Первый сбыт у нас был по России, это Москва, Питер. И за границей у нас первый сбыт во Францию был. Конечно, очень все довольны нашей продукцией. На ярмарке представлены мотоблоки-культиваторы. Это то, что может пригодиться в уходе за садом и огородом. В нашей республике мы только недавно начали работать, и у нас и не было, не представлена была вот вся эта техника. Это мотоблоки, техника для приусадебных участков, огородов. Там, где не пройдет большая техника, можно поработать с этими, скажем так, с компактной техникой. А вот артиллерия потяжелее заняла свою позицию возле ДК еще накануне. Все, до чего дошел прогресс агропромышленности республики, представлено здесь, в этой части выставки. Вот такие помощники фермеров от мала до велика, которые удивляют не только своими размерами, но и функционалом. Рядом расположились ГУПы, которые в этом году нацелены на возрождение отрасли животноводства. А это, по словам аграриев, должно сказаться на ценах. Вот это в данном случае приобретенное поголовье. Месяца 3 назад их приобрели. В таком состоянии, такой упитанности мы сейчас видим. Это, как бы сказать, первый шаг, первая ласточка. Мы сегодня интересовались директоров животноводов. Результат обнадеживает. Самая вкусная часть была развернута внутри Дома культуры. Фатима Галаева украсила выставку новой коллекции ингушского шоколада. Весь шоколад, что мы представили, сделан из венесуэльских какао-бобов, Коронера Супериор и Криола FD и Упа. Вот у нас королевские хвостики, инжир в шоколаде молочном, с фисташками, внутри орешки. Хотя с погодой и условиями в экономическом плане аграриям в прошлом году не повезло, выйти в плюс все же удалось, отметил в своей речи спикер парламента Магомед Яндиев. Есть хорошие показатели, но останавливаться на достигнутом рано. Нужно наращивать промышленное производство. Очень хорошие перспективы. Вы заложили хорошее начало. Я думаю, что 21-22 год, а сельское хозяйство за 1-2-3 года не восстановишь. На это нужно время. Я думаю, за 3-4 года вы сумеете вырваться из этой той сложной ситуации, которая в последнее время оказалась не только наша республика в этой отрасли сельского хозяйства, но и вся страна в целом. Михаил Лезов также положительно отметил работу Минсельхоза, сделал акцент на реорганизации ГУПов. 14 хозяйств с прибылью закрыли год, а в аутсайдерах остались 2 ГУПа. Серьезно обновился парк техники аграриев. Полностью закрыли долг по агролизингу. В сельских местностях ввели в эксплуатацию 84 строительных объекта. Это ФАПы, детские площадки, отремонтирован ряд школ. Об этом в своей вступительной речи рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики. По словам Магомеда Гагиева, такая работа проведена благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». За последние годы государственные унитарные предприятия за счет заработанных средств приобрели более 5000 голов овец и 320 голов крупнорогатого скота. Также из 13 подведомственных предприятий 12 предприятий получили прибыль, одно предприятие ГУП «Ингуш-Агросервис» находится под внешним управлением. Считаю необходимо отметить, что подведомственные предприятия за прошедший год снизили кредиторскую задолженность более чем на 100 миллионов рублей.
Для тех, кто успешно завершил 2020, были подготовлены награды, почетные грамоты от главы республики и руководства регионального Минсельхоза. Мадина Аздоева, Алмаз Гигиев, Мадина Марзиева, Вести, Ингушетия.